Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Еврокомиссар Сикела посетит с визитом Туркменистан. В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Беларуси. Авиакомпания «Туркменистан» вводит дополнительные рейсы в Дели в марте и другие новости. Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела совершит визит в 5 стран Центральной Азии с 12 по 18 марта. Турне начнется в Туркменистане. Поездка нацелена на укрепление партнерства между ЕС и странами региона перед предстоящим саммитом ЕС-Центральная Азия, который пройдет 3-4 апреля в Узбекистане. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с послом Республики Беларусь Станиславом Чепурным. Стороны отметили результативность туркмено-белорусских связей в двустороннем, региональном и международном форматах. Дипломаты обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере науки и образования, культуры и искусства, подчеркнув приверженность двух стран дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества. Авиакомпания «Туркменистан» объявила о запуске дополнительных рейсов по маршруту Ашхабад-Дели-Ашхабад. Согласно сообщению авиаперевозчика, дополнительные рейсы будут выполняться по субботам в период с 15 по 29 марта. В ВВЗ состоялся 18-й международный семинар по упрощению процедур проведения операций для расширения возможностей в сфере торговли, транспорта и обмена информацией. Семинар организован Европейской экономической комиссией ООН и специальной программой ООН для экономик Центральной Азии. В течение 2 дней участники обсудили обмен информацией о грузоперевозках в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Ашхабад готовится принять международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор, инвестиций в будущее Туркменистана, который состоится 18 марта. В форуме примут участие порядка 300 делегатов из более чем 20 стран. Хозяйственное общество Айдын Геджелер, ведущий производитель электроники и электротехники Туркменистана, выступит одним из генеральных партнеров форума. Компания, основанная в 2015 году, специализируется на производстве импортозамещающей продукции и активно развивает ассортимент предлагаемых товаров. В индийском штате Керала состоялся ежегодный фестиваль Парипали Гаджамела, где десятки слонов, украшенных яркими нарядами, прошли по улицам городов под аккомпанемент труб и барабанов. Более 50 слонов, облаченных в искусно выполненные упряжи и украшенные колокольчиками, стали главными участниками красочного парада. Шествие сопровождалось выступлением сотен музыкантов, исполнявших традиционные песни и мелодии, а также танцевальными номерами. Этот индуистский фестиваль, проходящий как часть многовековых ритуалов, имеет глубокое символическое значение. Слоны, почитаемые как воплощение божества Ганеши, призваны принести изобилие и процветание. Государственные служащие японского города Гинан добились выплаты компенсации в размере $67 тысяч после того, как были вынуждены приходить на работу на 5 минут раньше установленного времени. Конфликт начался в феврале 2021 года, когда бывший мэр города Хидео Кадзима распорядился о том, чтобы все сотрудники мэрии приходили на работу к 8:25 утра вместо положенных 8:30, не предоставив никаких обоснований для этого изменения. Сотрудники выразили недовольство новым правилам и потребовали, чтобы дополнительное время засчитывалось как сверхурочная работа. В декабре 2023-го они направили официальную жалобу в комиссию по справедливой торговле с требованием выплатить им компенсацию за сверхурочные часы за 3-летний период. 12 марта футбольный клуб «Аркадак» примет индийский Ист Бенгал в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги вызова АФК. Игра состоится на домашнем стадионе в городе Аркадак и начнется в 15:30 по местному времени. Накануне поединка главный тренер туркменской команды Довлетмурат Аннаев и нападающий Дидар Дурдыев провели предматчевую пресс-конференцию, где поделились ожиданиями от предстоящей встречи. Отвечая на вопрос о состоянии команды, Аннаев подчеркнул высокий уровень готовности игроков. По словам тренера, дополнительная мотивация футболистам не требуется. Играть в таком клубе, как «Аркадак» – это уже мотивация. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.